Это актуальное интервью в студии Полина Долинская. В марте в городе Якутске состоится 6-й Якутский международный кинофестиваль. Он пройдет после более чем двухлетнего перерыва. Как менялся фестиваль, чего ждать и зачем он нужен, мы будем обсуждать сегодня. Гость нашей студии Марина Силина, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Марина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в каких числах марта состоится кинофестиваль и где он будет проходить? Ну, наш 6-й международный кинофестиваль состоится в этом году с 18 по 22 марта. Состоится он на сцене Саха-академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского. Основные мероприятия пройдут там, но также будут задействованы кинотеатры города Якутска, IT-парк, площадка, в которой пройдут различные мастер-классы, лекции, лектории, и смарт-библиотека. Вот такие площадки. Хотелось бы также отметить, что в организации кинофестиваля принимают участие все все учреждения, которые продвигают якутское кино. Это и, естественно, Министерство культуры, и Саха-фильм, Центр аудиовизуального наследия народов Якутии, и прокатчики. Поэтому, в общем, все будут задействованы. Ну а художественным руководителем фестиваля является народный артист России Андрей Исаевич Борисов. В этом году этот фестиваль, чем он отличается от предыдущих? Ну, я бы хотела сказать, что, конечно, самое главное – количеством участников и количеством стран, которые будут представлены в этом году. Также мне хотелось бы сказать, что с 2016 года программным директором фестиваля стал Алексей Медведев. И вот с приходом его программным директором выросло значительно качество фильмов, которые отбираются на площадке, и, конечно же, и география фильмов. Поэтому мы очень рады, что мы сотрудничаем с Алексеем Медведевым теперь. Вот. И также еще одно отличие, то, что в этом году мы будем представлять узконаправленные такие программы. В частности, к нам приезжает художник по гриму Елена Ваховская, которая была художником по гриму таких известных фильмов, как «Экипаж», «Лед». И вот она, это большая тоже удача для нас, и она тоже проведет свои мастер-классы не только, как говорится, с киношниками, да, но и те, кому это интересно. То есть я думаю, что будут представители этих профессий из театров нашего города. На данный момент сколько участников уже изъявили желание принимать участие в этом кинофестивале? Ну, на данный момент подано больше 900 заявок из 40 стран. Вот. И пока отобраны 8 фильмов в основную программу кинофестиваля и 7 фильмов в документальную программу кинофестиваля. Но ожидается, это интрига, которая сохраняется, и узнаем мы об этом в начале марта. Вот именно те фильмы, которые будут отобраны. Но я хочу сказать, что в них будут обязательно якутские фильмы. А как проходил отбор? Какие были критерии? Ну вот как раз отбором фильма занимается как раз Алексей Медведев, программный директор. Это действительно очень сложная работа, на самом деле. Из огромного количества выбрать то, что как бы подходит к концепции нашего кинофестиваля. А концепция нашего кинофестиваля – это вот человек в глобальном мире, как не потерять свою самобытность, но находясь вот в этой урбанистике. Поэтому мы возлагаем большие очень надежды на Алексея Медведева, как и прежде. Я надеюсь, что это будут очень интересные фильмы. Многие наши артисты, также фильмы, которые снимают у нас в Якутии, они признаны на международном уровне. А что это дает для нашего кинофестиваля? Ну, во-первых, нас хотят видеть. Безусловно, да, это интересно. К нам хотят приезжать, и о нас знают. То есть мы не тот регион, который только известен холодом, алмазами, рыбой и мясом, да. То есть мы уже развиваемся очень мощно, и я бы сказала, большими шагами. Развитие нашего киноискусства, оно достигло уже международного одобрения, международного масштаба и всероссийского, и поэтому, конечно же, победа наших фильмов «Тайон Кыл» и «Надо мной солнце не садится» на престижных кинофестивалях привлекает сюда уже и инвесторов. Во-первых, хотят
кинофестиваль – это как бы тоже повод посетить республику, при помощи кинофестиваля познакомиться вообще с регионом. Ну и потом, естественно, инвестировать сюда какие-то вложения. Поэтому это тоже, в общем-то, инвестиционная программа. Вот. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что все здесь взаимосвязано, безусловно, и прокат, и производство фильмов, и документалка. То есть одно без другого, оно просто не может существовать. А кто будет в составе жюри на кинофестивале? Так, в состав жюри у нас, конечно же, входят ну, и знаменитые, именитые лица, люди и имена. И хотелось бы сказать, что, конечно, председателем жюри будет Борис Хлебников, это кинокритик российский, человек, который был, значит, сценарист, он кинематографист, и из последних его громких работ это фильм «Аритмия», которая заняла на Кинотавре там приз за лучшую роль, за лучшую мужскую роль 2017 года. Но снимает он интересные фильмы, ну вот, в частности, он у нас будет председателем жюри. Также приглашен интересный режиссер Александр Сакуров, а также кинокритик и ведущий рубрики в программе «Вечерний Ургант» Антон Долин. Очень интересные будут его мастер-классы и беседы. А также Юрий Колокольников, актер, который он известен тем, что он ну, вот сериал «Игра престолов», и он там снимался, как бы в зарубежной киноленте, можно сказать, да. Но еще много состав утверждается еще, он меняется немножко, потому что киношники – это люди, которые очень востребованы, и они могут быть сегодня здесь, завтра там, поэтому пока еще уточняем по некоторым. Также будет в составе жюри наши режиссеры, это будет и в документальном кино, и в основной программе тоже будут наши режиссеры. А какая ожидается программа во время кинофестиваля? Что интересного подготовили организаторы? Программа, ну, естественно, она будет очень интересная и насыщенная. Безусловно, это будет церемония открытия и закрытия, которая всегда интересна широкому кругу, с красной дорожкой, безусловно, да, с интересными каким-то интересным концертом. Вот эта церемония. А также нас ждет деловая программа, в ходе которой будет презентация мультимедийного проектора. Это японская компания EKI, и наши прокатчики, они вот разработали эту систему, которая даст нам, возможно, при удачном стечении обстоятельств, даст нам участие нашей республики больше в национальном проекте «Культура», потому что отдаленные села, отдаленные поселки и регионы, ну, наши вот улусы, они могут взять на вооружение именно этот проектор, потому что он небольшой и более дешевый в использовании. Вот. Как пройдет презентация, я надеюсь, хорошо. Мы тоже приглашаем всех. Вот. Это, значит, в деловой программе. Также будут, конечно же, круглые столы по развитию нашего кино. Так, я как сказала, также вот интересные узконаправленные мастер-классы. И Борис Хлебников, и Александр Сакуров, они будут встречаться с нашими гостями фестиваля, с нашими зрителями. И также состоится питчинг кинопроектов, молодежных кинопроектов именно, тех, кто еще не участвовал ни в кинофестивалях, нигде. Это будет проводить, значит, Федеральный фонд развития кино, и приз составит 500 тысяч рублей для тех, кто как бы победит в этом питчинге. А простые зрители, которые не являются участниками этого фестиваля, как они смогут посмотреть конкурсные работы? В каких кинотеатрах это будет проходить? Ну, я уже сказала, что в основном основная площадка – это Сахатеатр. С 19 по 22 число, да, там будут проходить показы с 10 утра до 12 часов ночи. Они будут идти вот так вот все время. Программа будет выставлена на официальном сайте кинофестиваля ЕКТ Фильмфест и также в страничке Инстаграм. Ну, следите за новостями. Также будут задействованы параллельно кинотеатры, как я уже сказала. Программа насыщенная, их очень много, поэтому
Все будет интересно. Я надеюсь, вот площадка, как я уже сказала, библиотека, смарт-библиотека, где пройдет подготовка детского мультика, якутского мультика получается, где заранее педагоги из мастерской ДА, которая называется так и называется ДА Санкт-Петербурга, они снимут с нашими детьми самый настоящий фильм. И этот фильм мы покажем на закрытии, на церемонии закрытия. Заявки сейчас уже дети могут подавать. Там дано задание, которое они должны изобразить. Вот. Заявки нужно подавать на почту сверчки@yandex.ru. Вот. И, значит, это будет очень интересно, надеюсь, тоже фишка фестиваля. Доступен будет в бесплатном просмотре именно все кинофильмы? Все будет доступно в бесплатном просмотре. Кстати, я еще хотела сказать, что в рамках кинофестиваля будет ретроспективный показ фильмов о Победе, ну не о Победе, посвященный Великой Отечественной войне. И это очень большая удача, это у нас договор с Мосфильмом. Они как раз сделали ретроспективу значит, к юбилею Победы, Великой Победы. И я бы сама тоже, я надеюсь, что посещу обязательно. Вот, например, будет фильм «Летят журавли». Посмотреть его на большом экране – это большая удача. Я тоже приглашаю всех наших зрителей вот на такие интересные масштабные показы. Победителя кинофестиваля какая ждет награда в этом году? В этом году у нас такая же традиционная награда, за которой уже хотят приехать сюда. Это снежные очки. Снежные очки – символ нашего региона, символ фестиваля с изображением большой медведицы из цирконов и большая полярная звезда из бриллианта. Поэтому эти очки, они символизируют, несколько тут, можно сказать, аллегорий. В частности, это традиционный предмет, скажем так, быта народов, которые проживали на севере. Затем очки – это очки в историю. Ну и, конечно же, очки – это как новый способ просмотра фильмов, да, как 3D-очки. Они очень красивые, их уже все хотят получить, поэтому вот приз остается такой, традиционный. А предусмотрен ли какой-то спецприз? Да, будет спецприз, кстати, я забыла сказать, что будет спецприз за вклад якутского кино. Вот, тоже кто получит, посмотрим, интрига сохраняется. И завершая наш разговор, хотелось бы узнать, какие дальнейшие перспективы развития нашего якутского кинофестиваля вы видите? Ну, конечно, у нас большие амбиции. И считаем, что дальнейший кинофестиваль должен привлечь все регионы Дальневосточного федерального округа. Это наша такая мечта. Я надеюсь, у нас сбудется. А также я думаю, что кинофестиваль должен выйти уже на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И, кстати, хотелось бы сказать, что мы единственный регион, где в Дальневосточном федеральном округе, где действительно такой идет бум кино. Мы развиваемся большими шагами. И на проходившем летом Восточно-экономическом форуме только наш регион был удостоен такой чести показа именно тоже Дней якутского кино, которые прошли в Владивостоке с большим успехом и имел большой отклик и в Министерстве культуры Российской Федерации тоже. Поэтому я надеюсь, что следующий кинофестиваль будет очень амбициозным, большим. Ну и, естественно, самое главное, мы должны тоже выполнять, это выполнить послание главы нашего региона Арсения Сергеевича Николаева, который сказал, что якутское кино должно поддерживать национальную культуру обязательно, да, поэтому мы будем снимать фильмы по классическим произведениям якутских классиков. Тем самым мы будем беречь наш язык, возрождать, беречь, и сохранять и приумножать. Поэтому будем работать дальше. Большое спасибо, Марина Владимировна, за такую интересную беседу. Мы, конечно же, желаем вам успехов и хорошего проведения кинофестиваля. Напоминаю, что сегодня гостем нашей студии была Марина Силина, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Говорили мы о предстоящем якутском 6-м международном кинофестивале. Всего вам доброго!